Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В Якутске продолжается строительство кардиососудистого центра. 8-этажное здание на 150 коек сдадут в эксплуатацию уже в 2021 году. Объект входит в программу развития центров экономического роста Дальнего Востока. На сегодня болезни систем кровообращения лидируют среди причин смертности в Якутии и составляют около половины случаев. Всего от болезней систем кровообращения умирает около 4500 человек из 8000 больных. Кардиососудистый центр должен внедрять современные технологии по эндоваскулярной хирургии не только в области сердца, но и по всем органам, касающимся системы кровообращения. Это сердце, мозг и сосуды. Как должна быть выстроена медпомощь по подпрограмме борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Якутии? Об этом и не только. Мы поговорим с гостем нашей студии. Это руководитель научно-организационного отдела, заместитель начальника управления по реализации задач Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Евгений Сорокин. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну и, наверное, первый вопрос. Чем занимается научно-исследовательский центр кардиологии и в каких регионах, может быть, взаимодействие с вашим центром выстроено наиболее, скажем так, эффективно? Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, раньше он назывался Российский кардиологический научно-производственный центр, научно-производственный комплекс, является головным учреждением кардиологии в нашей стране. Это старейшее учреждение, специализированное, основанное академиком Чазовым. Сейчас академик Чазов является почетным директором центра. Непосредственно руководство центром осуществляет профессор Бойцов, он же главный кардиолог Минздрава России по Центральному, Сибирскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам. Кардиологический центр – это старейшая отечественная школа научно-исследовательских работ по самым разным областям кардиологии. Наши ученые, наши специалисты участвовали в разработке национальных программ еще во времена Советского Союза по профилактике артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца. Сейчас эти работы активно продолжаются. Также у нас замечательная школа специалистов по легочной гипертензии, по нарушениям ритма сердца. Кроме научной школы, кардиоцентр активно участвует в разработке, продвижении, выведении на рынок современных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В составе кардиологического центра есть опытное экспериментальное фармацевтическое производство, которое выпускает разработанные инновационные препараты в области для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, именно у нас был разработан тромболитический препарат Пуролаза, который сейчас активно используется. Впервые в кардиоцентре в далеком 70-х годах был проведен тромболизис при инфаркте миокарда, который сейчас является краеугольной основой лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, сфера наших интересов велика, и научные разработки активно ведутся и тут же воплощаются в практику. Наши специалисты участвуют в клинической апробации новых методов исследования, которые затем будут включены в клинические рекомендации. И сейчас у нашего центра появилась такая задача: организационно-методическое руководство региональной кардиологии по перечисленным округам. И мы проводим и выездные знакомства с кардиологической системой оказания помощи, и документарные проверки, и в дальнейшем планируем эту работу продолжать. Вы уже ознакомились с организацией помощи кардиологическим больным у нас в городе. Отличаются ли результаты этой помощи якутских врачей от среднероссийских, скажем так? Если говорить о результатах, то показатели эффективности кардиологической помощи в Якутии во многом выгодно отличаются от других регионов, в частности, показатель общей смертности, от болезни системы кровообращения в Якутии ниже, чем во многих центральных регионах России, чем на Урале. И по первым нашим впечатлениям в этом заслуга и кардиологов тоже, не только особенности национальной, что называется, эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний, но и активная работа кардиологов. Да.
Одна из очень больших проблем оказания медицинской помощи, не только кардиологической, это то, что очень много населения проживает в труднодоступных местах. Особенно эта проблема остро стоит у нас в регионе, это крупнейший регион Российской Федерации, и у нас очень-очень много населенных пунктов, скажем так, ну, с помощью труднодоступной. Как быть в этой ситуации, как грамотно и своевременно в этой ситуации оказывать помощь вот, кардиологическим больным, ну, в случае каких-то рецидивов? Ну, по нашему первому впечатлению, значит, у вас совершенно уникальный опыт по использованию санитарной авиации. У вас самый большой парк санавиации, самое большое число вылетов, эвакуации пациентов с острыми сосудистыми заболеваниями. Что немаловажно, у вас оказывается организационная и финансовая поддержка пациентам в транспортировке обратно после лечения сердечно-сосудистых заболеваний острых. Это в других регионах это зачастую препятствует перемещению пациентов с помощью санавиации. Кроме того, значит, у вас очень активно, как мне сегодня рассказали специалисты медицинского информационного центра, у вас активно используется это дистанционные консультации с врачами, в том числе через мобильные приложения. Вот. В этом плане вы также впереди очень многих регионов России. Вот. У вас очень неплохая комплектация врачами. Не такой выраженный кадровый дефицит, в том числе и кардиологов, что очень важно. Так что у вас очень много уже сделано для того, чтобы оказывать своевременную помощь на местах. Что для этого нужно еще? Ну, наверное, развивать уже имеющиеся способы взаимодействия врача и пациента. Очень важно проводить своевременный анализ того, что уже сделано, чтобы на основе проанализированных результатов в дальнейшем строить движение вперед. Вот. Мы думаем, что у вас очень перспективное внедрение способов дистанционного мониторинга жизненно важных показателей, когда сам пациент измеряет там давление, частоту, пульс и передает с помощью интернета, мобильной или обычной связи в личный кабинет на консультацию врача. Как вы можете оценить работу с больными с острыми инфарктами именно у нас в республике? Потому что ну, известно, что выживаемость после инфаркта все-таки зависит от оперативности доставки больного в медицинское учреждение. Работа с теми пациентами, которые попадают в ваши специализированные медицинские центры, вызывает наши самые одобрительные оценки, самые высшие оценки, вот, потому что у вас все построено, логистика доставки, логистика операции и послеоперационного сопровождения у вас все замечательно делается на основе самых современных клинических рекомендаций с учетом местных особенностей и так далее. Что касается доставки пациентов из отдаленных районов, которые инфаркты настигают вдали от республиканских центров, то здесь вам нужна дальнейшая кооперация со службой медицины катастроф. Вот, чтобы оптимизировать вот эту службу доставки. Потому что на местах все зависит от своевременности лечения. У вас она, в принципе, на местах, то, что можно сделать на местах, оказывается хорошо. Но затем требуется своевременная эвакуация. И вот здесь есть еще резервы по устранению потерь времени. Ну и что касается еще, наверное, вопроса работы наших медиков, могли бы вы отметить какие-то именно, может быть, только у нас уникальные региональные особенности работы медицинского персонала в отношении кардиологических больных? Особенности медицинского персонала. Ну, ваши медики очень хорошо используют современные технологические новинки. Те же интернет-консультации, те же передачи мобильных данных. У вас очень хорошо развита система телемедицины. Это также важнейшее ваше преимущество, вот, которое помогает преодолевать расстояние и организовывать своевременную отправку пациентов на плановые операции, на плановое лечение и так далее. В этом плане ваши медики очень активно осваивают телемедицинские технологии, и в этом их большая заслуга. Ну, насколько я знаю, в Якутск вы приехали в первый раз. Что касается ваших первых впечатлений, как вам город, как вам обстановка, как вам люди? Первое впечатление, что нам очень повезло с погодой. Про это правда.
Да, правда. Нас сначала предупредили, что будет холодно и снег. Вот, мы хотели взять из Москвы едва ли не тулупу, но рискнули и оказались правы. Погода здесь такая же, как в Москве сейчас. Вот. Очень радует гостеприимство встречающей стороны. Нас активно возят, показывают достопримечательности, рассказывают. Мы уже побывали в подземном царстве вечной мерзлоты, где очень произвело большое впечатление это все на нас. Вот. Чуть-чуть выехали за город, посмотрели со смотровой площадки на Якутскую, очень красиво. Но надеемся, что если нам повезет и мы и дальше будем приезжать этим же составом, то еще дальше познакомимся с замечательным вашим городом и жителями. Ну, что касается болезней, одна из самых распространенных болезней, связанных с сердечно-сосудистой деятельностью, это артериальная гипертония, о которой люди даже, может быть, и не знают, благополучно с ней живут, а потом, оп, и неприятные последствия. Как вовремя распознать и, может быть, какие-то меры профилактики? Вовремя распознать – это вовремя измерить давление. И другого способа не существует. Сейчас есть множество тонометров бесплатных в аптеках, в медицинских пунктах, в поликлиниках, где можно, даже не записываясь к врачу, самостоятельно или с помощью медперсонала или провизора в аптеке давление измерить. И если на фоне любого ухудшения самочувствия это связано с повышенным давлением, лучше сразу обратиться к врачу, не лечиться ни по интернету, ни по совету знакомых, а обратиться к врачу. Да, гипертония – это самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание, это самый большой поставщик всех последующих осложнений. Что аритмии, что инфаркта, что стенокардии, что кардиомиопатии. Артериальная гипертония, она самая коварная, потому что зачастую очень долго не распознается. Но уж когда распознается, то лучше не тянуть, а к врачу обратиться сразу и дальше строго следовать его советам. Плохого не посоветуют. Я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей нелегкой, но чрезвычайно важной и нужной работе. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Но о борьбе и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний мы говорили сегодня с гостем студии, руководителем научно-организационного отдела, заместителем начальника управления по реализации задач Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Евгением Сорокиным. До встречи в эфире.